Ну, не секрет, что после ремонта дорог появляются водители, желающие поездить быстрее, чем обычно, что чревато серьезными последствиями. Поэтому еще в конце мая в Якутске прошло совещание по вопросам обеспечения дорожной безопасности. Тогда было принято решение создать на дорогах города так называемые треугольники видимости, то есть освободить придорожные территории от зеленых насаждений. Возможно ли это, узнал Сергей Алексеев. С начала года якутским ГИБДД зафиксировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 8 человек и ранено 203. Причем полицейские отмечают рост печальной статистики по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Треть аварий происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог. В том числе это и отсутствие дорожной разметки, и неправильно разбитые зеленые насаждения. Сейчас находимся в данный момент на перекрестке Кулаковского-Белинского. Водитель при повороте направо с стороны Белинского на Кулаковского из-за невидимости зеленых насаждений не видит транспортное средство пешеход, а также водитель пешехода. Они встречаются на пешеходном переходе проезжей части. И такая встреча может закончиться трагически. Поэтому на перекрестках и дорогах города так необходим треугольник видимости. Посадку саженцев в городе практически завершили. Сейчас решается вопрос по пересадке деревьев на участках дорог, где это особенно необходимо. Сейчас прорабатываться будет по тем улицам, которые список предоставила нам ГИБДД города Якутска, отдел надзорной деятельности и безопасности. И согласно именно этого перечня улиц и мест, которые требуют приведения к установленным нормам, будет производиться работы совместно с управами. Однако у медали есть и другая сторона. Согласно нормам, на 100 тысяч горожан полагается не менее 15 гектаров зеленых насаждений. В Якутске, по разным оценкам, эта норма не соблюдена в 3-4 раза. Поэтому подход к решению этой обоюдоострой проблемы должен быть максимально деликатным. Сергей Алексеев, Иван Семенов, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.